Фондом помощи животным на постоянной основе проводятся классные часы в детских лагерях и учреждениях. Кинолог-дрессировщик Надежда Андреева вместе со своей немецкой овчаркой по кличке Али всегда желанные гости для детей. На этот раз воспитанники детского лагеря узнали о правилах поведения при встрече с бродячими собаками. И, конечно, вдоволь наигрались с четвероногим гостем. Нам объяснили, что собака, она дрессируется до того, пока не вырастет совсем. Играть с собачкой там. Да. Подавать жесты. И еще я понял, что овчарки к хозяинам Очень хорошо. да. Но в жизни всего не предусмотришь, и в один не самый лучший момент может случиться так, что вы окажетесь нос к носу с собакой, или, что еще хуже, со стаей собак. О предусмотрительности думать уже поздно, теперь главное разрулить неприятную ситуацию с наименьшими для вас потерями. При встрече со стаей собак ни в коем случае нельзя проявлять беспокойство и тревогу. Животные инстинктивно чувствуют страх, исходящий от других, что может служить причиной нападения, говорит Надежда Андреева. Собака, конечно, чувствует, что происходит с человеком, потому что у собаки обоняние развито в 1500 раз лучше, чем у человека, и видит, и слышит. И поэтому, если даже человек испугался, то не надо будет ни палками махать, и не кричать. Когда собака нападает, например, то надо командовать жестким голосом, любое слово, на место, именно командовать надо. Потому что собаки понимают интонацию. Слов человеческих собаки не понимают, речь не понимают, поэтому надо командовать. Но если эта собака все равно продолжает агрессивно себя вести, то надо будет попробовать ласково поговорить с этой собакой. Сына, иди на место, что-нибудь такое. Потому что они понимают интонацию. Или же, например, если ребенок один не может, например, пройти улицу, то надо будет попросить взрослого человека дождаться и пройти мимо стаи этих собак. И помните, собаки – это не те безжалостные хищники. Это создания, в большинстве случаев привыкшие жить с людьми. Сами по себе они не являются агрессивными и злыми. Это приходит от людей, от жестокого обращения и неправильного воспитания и дрессировки. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Собака – это друг человека. От жизни собачьей, только от жизни собачьей собака бывает кусачей.